Аскинский район. Именно сюда с очередной рабочей поездкой отправился временно исполняющий обязанности главы Республики Башкортостан Ради Хабиров. Расположен Аскинский район в 200 километрах от Уфы на северо-западе региона. Граничит с Пермским краем и Свердловской областью. Деревня Кшлау-Елга, средняя школа, новостройка. Это первый объект рабочего визита Ради Хабирова в Аскинский район. — 400 с лишним детей. Ну, а школа обслуживает 5 деревень по округе. Обучается пока 91 ребенок. А так в микрорайоне школы детей 316 всего. С 0 до 17 лет. Перспектива Барту. Деревня растет, получается. Был бы Шулпановтун Турлюля. Строители работают, споры работают. Всего 5 месяцев прошло с начала строительства, и все, вот сколько сделано. Здесь. Некоторые подземные коммуникации уже готовы. Там вот теплотрассы, А котельная какая? Котельная будет это блочная котельная, газовая котельная. И связанная с этим вот газификацией деревни тоже. Вот это очень большой плюс для нашей деревни. Вы газ подтянули, получается? Ну, да, частично, но электромектеп бар утон менен гавала, конечно. Миллиард километров, миллиард километров. Дети куда поступают ваши? Вот позапрошлом году 13 детей окончили, 11 поступили в вузы. Авиационный, нефтяной, аграрный, БГУ, а потом остальные знаем. ПЕТ. 11. Все в Уфу поехали. Да. Строящийся объект. Здесь перспектива развития села есть? Ну, у села уже есть перспектива. Село, по сути, рядом с санаторием Танып стоит. Это такое ключевое предприятие. И, по сути, скажем так, районообразующее предприятие стало. И рабочие места, и вообще общественная, культурная жизнь. Поэтому здесь перспектива однозначно есть. А в чем проблема? Здесь небольшая проблема есть, там в плане финансирования заложили под хозяйственные объекты, под гараж. Мы сейчас это решили вопрос, и все, школа будет 1 сентября сдана. Это хорошая школа. А теперь идем в старое здание средней школы села Кшлау-Елга. Вот такая. Как учимся на пятерке? Да. А вот вы им сказали, что мы с сентября переходим на пятидневку? Да, сказали. Ну, по крайней мере, высыпаться немножко будут и с родителями общаться будут. Это одна половина туда, другая половина туда. И здание приняло башкообразную форму, поэтому это, аварийное, видите. Ну, конечно, да. А туалет на улице, да, сейчас? Да, на улице. Туалет пока на улице, да. Ну, мы договорились. Это вопрос решен. Да, уже решается. Мы договорились, что 1 сентября ни одной не должно быть туалета на улице. Это их здоровье. Ради Фрич, это касается всех школ Всех школ республики. Я такое поручение давал, все главы знают. 1 сентября 2019 года ни одной школы с туалетом на улице быть не должно. Пусть придумают, мы готовы профинансировать. Это непростой вопрос на самом деле, потому что 3 школ нету. Это такие где-то даже реконструкции надо делать, но пусть делают, это очень важно. Яра? Ладно, Яра. Сізге мұшлар, потому что это хлопотное дело, мы знаем. Ваши хлопотные дела. Спокойно, что Ладно, Едем в Старые Казанчи. Село старинное, по документам известно с 1710 года. Есть своя история и традиции. Если есть память, то народ знает, живет, как живет. А Сатин Нурлан Азгаевич там тоже в этом, да. Это я двоюродная младшая
Нурлы Сафина, да? Да, да. А, рахмат. Нашындай кишилер болгон. Әй, рахмет сізге. Кешке сау болыңыз. Ральфович, Да. прям место такое героическое. Место Дважды героическое, герой, да. или вернее, два героя Советского Союза, один полный кавалер. гордость. Героическое. Вот эта деревня занимает у нас второе место, получается, в республике по количеству выданных героев рожденных. Сейчас мы с вами будем проходить. Я хочу показать. Вот здесь у нас есть, это вот если в плане ФАПа Министерство здравоохранения, если нас поддержит, то есть если у нас модульный ФАП здесь вот появится, то дальше вот здесь у нас есть территория. А мы решили отказываться от модульных ФАПов. Хорошо. А, Да, они не идут для нашей погоды лучше. Причем по деньгам там ничего не выиграем особо. Поэтому мы капитальные ФАПы ставим. И здесь мы будем ФАПы со вторым этажом ставить, чтобы на втором этаже было жилье для фельдшера или это для кого. очень хорошо тогда. То есть, если пришел человек, все уже знают, что фельдшер здесь и так далее. Мы попробуем, давайте опытно его сделать. Хорошо, давайте. У нас такого только проекта будем нет, рады. но сделаем. Ральфович, это новшество с жильем для... Да, мы хотим попробовать. Минздрав предложил такую историю. Ставим ФАП, второй этаж мансардный делаем, отапливаем, нормально пригодный для жилья. И, соответственно, туда заселяем фельдшера, который нуждается. Если вот новый особенно пришел. Это ведь удобно в каком смысле? Люди всегда будут знать, даже ночью что-то случилось, постучали, пришли и как бы оказали необходимую помощь. Поэтому вот это в первой деревне вот мы такое сделаем. Идем во многофункциональный культурный центр. Под одной крышей здесь сельский клуб, библиотека, детская игровая комната и администрация сельсовет. Это у нас получается вот дом культуры. Мен Шушакова мөдире булам. Методист. Илегез рәхимитегез безнең якта уңайлы. Если мы будем библиотека надо. Күп бала бер. Килеләр буны эштәре. Мәмләкәтләр, олар күп. Бер генә проблем бар, яшьләр әзрәк йөриләр. Ну, мероприятиеларга гел йөреп торалар. Яшьләр. Яңа китаплар быел бик әскелдә илле генә китап кайтты. Шуңа ансына мактан алмыйм, күп килә дип. Я вам 100 книг отправлю. Это вот Российский книжный союз, они в хорошем переплете. Там разные книги и для детей, и для взрослых, и такие познавательные, и научные. Рәхмәт сойдым. Водоснабжение в Казанчах, Радик Фаритович, в 1979 году оно уже было, до 2008 года функционировало, но в связи с изношенностью на данный момент не функционирует. Так, а проект есть или нет? Проекта нет, вот сейчас проектно-смертная документация 3 миллиона. В 2019 году давайте проект сделаем, а в 2020 сделаем. что можно? Договорились? Вот, так. Конечно, Илегез. Эш урамына, шул ике урамына ташлалдылар. Безнең урамнан кирип тә булмай, чыгып та булмай. Яз көне кертә ниннән йөрибез башыннан. Мы так сейчас и договорились, что главам и главам сельских поселений мы передаем карьеры, которые есть, чтобы они не покупали камень, там, гравий, щебень, а чтобы сами для нужд сельских поселений. Я не знаю, у вас как с этим обстоит. У нас здесь нормально на той стороне. То Есть, да, свой карьер. Передавайте решение, сельским которое мы поселениям. можем, А сейчас делаем так. Карьер ваш, камень ваш. Ваша задача только организовать технику и так далее. Насчет освещения так будет. В бюджете республики мы заложили вот именно на освещение. В деревнях темно, иногда едешь, и деревня мертвая как будто. Но люди же здесь тоже, молодежь есть. Бабушки там дойти к там соседке чай попить. Уже в 5 часов, вот зимой особенно, темно. Даже страшно заходить. Поэтому мы 800 миллионов рублей выделили бюджет именно на освещение. Хотя бы вот основные улицы пока сделайте. А насчет мусора как платить? Насчет мусора платить. Килгән кешеләргә дә килгән. Это просто ошибка первое время. Это вот мы приносим за это извинения. Это не потому, что кто-то злой умысел, потому что мы же только начали, все документы перешли региональным операторам, и документы не связаны. Это, конечно, и в некотором смысле безалаберность. Это просто не обращайте внимания, надо писать заявление и не платить. Это, еще раз говорю, не потому, что кто-то хочет дополнительных денег на этом заработать. И в каждой деревне, вот мы тоже договорились к концу лета, в каждой деревне контейнерная площадка, сколько надо делать,
бетонное основание, забор, чтобы это было цель, чтобы людям удобно было прийти, выбрасывать и так далее. Бізге больница керегі, 18-20 ауыл салды керек шушы потенциал нейіне больницасына. Барып қалай болған? Но на бүгін барам. Пораем, да. Ну, все же сразу не бывает. Посмотрим давайте. А что там, вот я вот сейчас туда, я поеду, что там, вот что, стены старые или врачей не хватает, или оборудования, вот... Все старое. Но я сейчас поеду, я туда специально еду, я посмотрю. Мы очень довольны вот движением, что вы пришли, к нам приехали, вот движение, вот это хорошо. Будет. Очень довольны. Будет. Спасибо. Siz avurmağız, rahmetlerine Рафаэльевич, встреча состоялась с жителями этой деревни. Один из вопросов – это уличное освещение. Его все жители задают, потому что оно явно не соответствует ожиданиям людей и потребностям людей в целом по республике. Что за программа «Светлый город», которая запускается? Это не «Светлый город». Мы даже не назвали эту программу. Мы договорились быстрыми, вот именно быстрыми решениями, чтобы вот за лето наши главы установили максимально возможное количество, может быть, даже таких, знаете, без изысков всяческих, просто освещение поставить на столбы, чтобы хотя бы 2-3 основные центральные улицы в деревнях были освещены. У нас все города темные, поэтому мы 800 миллионов рублей выделили вот только на освещение. Понимаете, это не архитектурное освещение, это не красота какая-то, это просто, чтобы в селах было светло, соответственно, безопасно. И в городах? Ну, разумеется, в городах, да. Потому что у нас ряд небольших городов темные очень. Да даже Уфа у нас темная. И это за год должны сделать? Это должны сделать к концу лета. А потом будет программа дальнейшая? Понимаете, мы, конечно, за один раз все это не решим, всю потребность, но, по крайней мере, самые темные уголки мы подсветим. Владимир Владимирович, мы в школе находимся, да, школа имеет долгую историю, столетие отметили мы в прошлом году. А на самом деле 300 лет назад уже как религиозные образовательные учреждения, мечети уже были у нас. На сегодняшний день обучается 115 учащихся, 3 школьными автобусами подвозим из 10 населенных пунктов. Здравствуйте. Это какой класс? 3 класс. 3 класс. Какого? Математика? Любители математики. Ну, нравится в школу ходить? Да. Нравится? Хорошо. Учитесь хорошо. Спасибо. Его как птица без крыла, птица без крыла. Мама, знаешь, нет тебя роднее, мама. Обними меня скорее, мама. Дай согреться, мама, возле рук твоих, как будто у огня. Спасибо, ребята. Молодцы. Никогда не задала вам вопроса, вы умеете играть на чем-нибудь? Нет, на каком-нибудь инструменте? Не начал. Нет, медведь на ухо наступил. По программе «Детский спорт» тоже спортивная площадка позапрошлом году здесь оборудована. Здесь же детский сад, ради памяти у нас. Вот здесь, да? Да, в одном здании находится. И с 1 апреля мы планируем, как в виде апробации, перейти полностью 100% на пятидневку. Родители согласны. Переходите. Автобусы у вас в каком состоянии? Автобусы этот 11 года, вот этот 13 года, 9 года мы «Газель», оно в гараже, мы его по программе республиканской уже заменили. Потом им надо внимание уделять водителям автобуса. Они же самый дорогой возят. Да, у них зарплата была маленькая, благодаря деятельности администрации района зарплата у них немножко повысилась. Они уже заинтересованы. Спасибо, Ради. Спасибо. До свидания. Рафаэльевич, водители школьных автобусов – отдельная проблема? Ну, нет, это не отдельная, скажем, это не проблема, это отдельный вопрос, которым надо заниматься плотно, ответственно. У нас сложился уже за долгие годы вполне себе такой сильный корпус водителей, но я же говорил, мы сейчас водители, тем не менее, еще передаем дальше в Башавтотранс, чтобы государственная большая сильная компания отвечала за безопасность перевозок и так далее. Одна из проблем – это низкая заработная плата водителей. Ну, есть такое, да, но частично будем поэтапно решать. Как и обещал жителям, Ради Хабиров поехал в сельскую амбулаторию в Старых Казанчах. Ага.
Да, сельская Yok амбулатория. kullarında. Tamam siz. Ага, koyayım. Вот врачебная амбулатория, это у нас с 73-го года построения. Работаем Врачей сколько? Врачей нет пока. Только фельдшера, да? Только фельдшер. Работаем 5 человек. Сколько населения квартала у нас здесь? У нас врачебная амбулатория, если посчитать 15 деревень, 3130 человек. У вас В общем это. дневной стационар здесь Дневной есть? стационар Можно есть. посмотреть? Давайте посмотрим. На 5 коек рассчитано. Вот здесь вот она процедуры делает. Сюда больные приходят, в дневной стационар 5 человек. По очереди заходит система, если все назначения Систему вы выполняют. можете ставить, да? Да, можем. А с лекарствами как у вас? Лекарствами тоже не сказала, что проблемы есть. Все, что надо, положено по ОМС, у вас здесь да, есть, получается, да? Есть. Оборудование тоже есть. Только у нас проблема вот это здание. Мы не соответствуем стандартам. Вот так мы не должны работать. Но мы стараемся для населения. Ну да, тут, конечно, вот видно, чтобы чистенько, все аккуратно. Но наше население просит, чтобы у нас здесь амбулатория была. А тут все-таки по плану, что у вас по показателям? По плану мы хотели здесь все-таки ФАП, чтобы у нас был. И Так, а дневного стационара будет там? ФАПе? надо будет посмотреть. Ну, Вот это все-таки пока врача без там не вопросов. будет. Да. Все-таки есть надежда на врача. Это решение Минздрава, да, или что? Нет, мы наоборот хотели выйти в Минздрав вот с Почему? нашим вот предложением, что как бы это сделать получается. Вот недавно же как бы это мы начали, получается, большую часть изучить. Но вы изучите, потому что если здесь по показателям, по количеству отношений людей нужна амбулатория, но оставляйте амбулаторию, делайте потихонечку. Пока может быть так. Но это надо смотреть перспективу роста деревни. Если деревня не погибает, а растет, а я так вижу, что По она у вас... показателям, да, уже можно держаться вместе. Но она как центровая может быть, то есть объединяется. Конечно, вот с эти других вот деревень бы уже сюда будут приходили. приезжать, Потому да. что вот отсюда сколько до Аскина? Отсюда 40 километров. Да, но все-таки бабушки же. Там еще есть деревня, дальше есть же, в сторону Перми. У них 60 километров получается. Они тоже нашу амбулаторию Ну вот смотрят. я говорю, к вам бы приезжал. А вы давно работаете фельдшером? Я 9 лет работаю, так 25 лет уже. Медсестрой до этого работала. Ну, здесь, да? Здесь же. То есть вы практически Да, здесь 30 не- лет с лишним здесь работаете? Не 30, но 26 лет 26 лет, работаю, да. Спасибо. 9. Хоть есть варианты сохранить то, что жители Конечно, просят? да, я тут... Я еще раз говорю, ну вот не самый худший, вот вроде он старенький и так далее. Видел хуже, есть хуже. И вообще в целом, это ведь почему долгое время ФАПом, врачебным амбулаториям не уделялось внимания. Долгое время. Более того, они прошли через страшный период так называемой оптимизации. Сейчас в рамках национального проекта здравоохранения ключевая задача, которую мы решаем, это доступность медицины. А она, прежде всего, начинается с укрепления ФАПов и амбулаторий. Это ключевая государственная задача. Едем дальше? Да, едем дальше. Едем в село Аскино, в Дом культуры. Его пока строят, причем с большими проблемами. Как живется, говорю? Нормально, хорошо. Эш бар ма, yok mu onda? Yaşlar işleyim mi? Укый ма халат, yok? Укый бигрәк деп. Дом культуры нашего Искенди. Да, рядом вот парк получается у нас как раз тоже. Там реконструкция делали? Там получается. Реконструкция делали? Там частично уже сделано, да. Аллея, это все, скамейки там тоже есть. Радий Фаритович, я участковый врач-терапевт Аскинской центральной районной больницы. В 2017 году я окончила Пермский университет по специальности лечебное дело и устроилась сюда на работу. На сайте Министерства здравоохранения в 2017 году по программе «Зеевский доктор» требовалось 2 врача-терапевта участковых. Ну, в этот же год, в 2017 году, нас подавало 4 человека на получение миллиона. Это 2 участковых врача-терапевта
педиатр участковый и педиатр, работающий в отделении. Миллион получили один участковый врач-терапевт и педиатр, работающий в отделении. Мне в выплате отказали. Почему? Вот какая Мы причина? обращались с данным вопросом в Министерство здравоохранения и где Просто денег не хватило тогда? Или Да. у вас какие-то... Это... сказали, что финансирование было ограничено или средств не хватило. Так вот запишите прямо Просто вот лично, чтобы я позвонил те, министру. кто подавали- Мы увеличили финансирование. Мы вот кто увеличили в 2018 Да. году подавали, Но вы им работаете сейчас? доплатили, да, Вы работаю. работаете сейчас? Да, работаю. Мы вам деньги ваши дадим. Вы только работаете здесь, ладно? Работаем, да. Вот, если что, письменно Нет, вот, обращение к вам. мы выделили 125 миллионов под эту программу, поэтому обязательно вас включим. Только вы работаете, я вам обещаю. Хорошо, работать больше. будем. Вокзал, демонтаж уже на 100% сделали они. На сколько мест? Здесь раньше было 548, сейчас по требованиям будет 416 мест будет. Это самый большой, наверное, в районе зала у вас? Да, самый большой. Мы здесь вы проводите, да, все? 8, Центровая, да. в районном центре 8 тысяч человек, поэтому это у нас 15 кружков работает. Пока вы где все? Мы сейчас в Фоке Батыр. Там В Фоке пока, Батыр, да? базируемся там. Это мы хотим оставить все это. Надо почистить, покрасить все это. Здесь плиты будут. Потому что акустика хорошая у нас была. И аванс немножко где-то мы сделаем сюда. Как я сказал, уже аппаратуру мы закупили, световой тоже закупили уже. Вас здесь, я так понимаю, привели, волновало вот это финансирование, да? Да, конечно. Здесь волновало. Но потом, поймите, уже 82 года здание, никакого ремонта не было. Если так все хорошо будет, то приглашаем вас тогда на нашу елку. Ну, здесь это будет уже керамогранит будет. А стену мы хотим оставить. Просто это очищать, обновлять. Это гранит оставить. Вот. Раис Федорович, ну что, есть перспектива действительно 1 января на елку сюда людей пригласить? А я посмотрю, может быть, я же Новый год встречаю по районам. Вот, может быть, здесь встретим Новый год. Главное, чтобы достроили, чтобы денег хватило. Ведь самая большая проблема сейчас. Деньги сразу. Вот мы по всем нашим поездкам, когда я приезжаю в течение недели, мои коллеги готовят проект моих поручений по итогам поездки. В частности, вот Васкинский район, Каридельский, сегодня еще Бураевский. Поэтому по итогам это будет поручение. Оно уже отслеживается и исполняется. У нас исполнительская дисциплина высокая. Совсем недавно вам докладывали, что в Октябрьском начали ремонт фасадов больницы. В Туймазах свет, уличное освещение сделали, детский сад. До свидания. До свидания. Аскинская центральная районная больница. Туда в рамках рабочей поездки по северо-западу региона отправился временно исполняющий обязанности главы Башкортостана Ради Хабиров. Врачи, да? Врачи. Врачи, да? Здесь у нас что получается? У нас здесь... У нас поликлиника Ради Фаритович на 225 посещений. Поликлиника. Да. А больница где? Больница, у нас корпуса отдельно стоят. Здесь ну, все в одном городке, да? Да, здесь в одном городке все. Здесь и детская, и взрослая. Да, здесь и детская, и взрослая. Вы разделяете как-то этажами или как? Нет, у нас вот детская консультация с этой стороны. Вот там, здесь да? у нас хирургический прием, картотека. В рамках вот вежливой открытой регистратуры мы регистратуру переделали. Сейчас все у нас все открыто. Больные приходят, садятся. Вот сюда, да? Да. По поликлинике какой дефицит врачей у вас? В начале года был дефицит врачей, стоматологов. Один стоматолог работал. Помните, наверное, в здравчастье, что Аскин упоминали. Мы в феврале месяце к нам приехала врач-стоматолог, но на сегодняшний день дефицит детского врача-стоматолога. Я вот сейчас с людьми встречался, об этом говорил. Да. Ну, экстренную помощь у нас оказывает врач-стоматолог в общей практике, когда экстренная помощь. Над этим работаем и в дальнейшем будет тоже работать. Запись к врачу. Как вот с деревень, как запись к врачу? Ну, с деревень запись к врачу по телефону через контакт-центр. Ну, с очередями проблем нет. А если приехала какая-то бабушка без записи? Вот, Обязательно принимаем. все равно принимаете, да? Экстренные там с температурой, это вы же, наверное... Это уже как бы отдельно идет. Это уже отработанные многими годами. Какое оборудование здесь у вас есть? Нет у нас маммографа на сегодняшний день. У нас еще другая важная проблема есть. У нас не хватает кабинетов вот, для специалистов. Нам бы пристроить модульные вот, поликлиники. Потому что приходится вот...
Ну, вот Педиатры по давайте двое. вот пусть глава вот молодой, начинающий, он пусть вникнет. Мы договорились так, вот, потому что я вот сейчас вот по нескольким населенным пунктам ездил. Если вот сейчас все собрать, чтобы вот я вам сказал, ну где-то на миллиард уже здесь есть. Поэтому вот он ему месяц я дал срок, он вникнет, приедет ко мне на прием уже, и мы вместе сядем, проговорим. А я вот гляжу на самом деле, что у вас вот так вот. Я в разных бывал в поликлиниках, в разных районах, знаете, там терапевт, пустота, там гинеколог, пустота, еще что-то, а у вас вот так вот все есть, получается. Онколог у вас, да? Да, Онколог один, наверное, да? один по совмещению. А вот если тяжелый, у вас межмуниципальный центр, где у вас? В Бирске? Бирске, В да, Бирской области. С Бирском понимание есть? Да. Не обижают, принимают? Проблем нет. Все нормально, да? Но самое главное, вот ваша задача, вот ваша... Я ведь не знаю, как вы это будете решать. Это ваша как бы задача. Хотя полномочия республиканские, но решать будете вы. Врачей. Стараемся. Это наш совместный Вот танцуйте перед ними, песни пойте, там, чаем угощайте с утра до вечера, женихов находите или там невесту. В общем, вот так. Спасибо большое. Аркадий Федорович, программа «Земский доктор», получается, мы сейчас даем второе дыхание ей, потому что финансирование Да. закончилось. Более того, я думаю, что будет второе дыхание по линии федерального центра, вот, потому что президент в послании об этом говорил. Просто нам надо второе дыхание мы даем через увеличение финансирования. Видите, вот нам сейчас обращалась молодой врач, она по всем проходит показателям, ну, как она говорит. А деньги не получила. деньги Получается, не- в одном потому районе что уже не- 3 случая, когда деньги не получили, и риск, нет, что один люди случай уедут. пока. А еще мы в 2 местах смотрели. Да. А что сделано? Что сейчас вот? А мы добавили денег. Мы добавили денег на программу дополнительно. Поэтому не хватит, еще добавим. Как? Что? Сколько денег добавили? 60 миллионов добавили. Ой, 125 миллионов мы добавили. 125 миллионов, и что это значит? Это значит, вот 125 человек могут получить деньги на решение жилищного вопроса. И останутся в республике. Ну, дай бог.